К актуальным данным по эпидситуации. В Коми за сутки, как сообщает Роспотребнадзор, коронавирус подтвердился еще у 67 человек. Всего в республике новой инфекцией на 18 сентября заражено 949 пациентов. Вот как эти данные и другие новости республики прокомментировал избранный глава Коми Владимир Уйба в своем традиционном видеообращении. Уважаемые жители республики, добрый вечер. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 7359 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки 67 человек. Под медицинским наблюдением 2346 человек. Выздоровели 6314 человек. За сутки выздоровел 41 человек. В республике фиксируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Чаще всего такими заболеваниями болеют дети. И это влечет за собой закрытие на карантин классов, групп в детских садах и даже целых образовательных учреждений. На сегодняшний день в республике закрыты детский сад в Усть-Вымском районе и 4 школы в Прилузском, Сысольском районах, а также в Воркуте и Ухте. Подобная практика применялась и в предыдущие годы, в период подъема заболеваемости. Делается это прежде всего, чтобы обеспечить безопасность наших детей и снизить риски распространения гриппа, ОРВИ, а также коронавирусной инфекции. Осенний подъем заболеваемости прогнозируемый и ожидаемый, и мы к нему готовы. Но чтобы не допустить в республике массового закрытия школ по гриппу, ОРВИ и коронавирусу, необходимо соблюдать элементарные правила профилактики. И первое, самое важное правило – не забывайте про домашний фильтр. Следите за самочувствием и температурой детей. И в случае наличия признаков ОРВИ оставляйте детей дома. Позвоните в участковую поликлинику и получите консультацию врача. Хорошая новость для Республики Коми – увеличены объемы финансирования на выдачу льготных кредитов на строительство или приобретение жилья на селе. Напомню, с марта этого года у нас реализуется программа льготной сельской ипотеки. По ставке 2,7% с учетом страхования в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». За этот период в республике было оформлено 24 таких кредита. Благодаря дополнительному финансированию льготными кредитами смогут воспользоваться около 7 тысяч жителей республики. Сегодня в Сыктывкаре подвели итоги республиканского конкурса профессионального мастерства среди воспитателей и учителей, преподающих коми-язык. Я поздравил победителей Диану Алексеевну Гребенюк, учителя коми-языка и литературы из Усть-Куломского района, и Варвару Геннадьевну Симакову, музыкального руководителя детского сада из Сыктывдинского района. Они будут представлять республику на федеральном конкурсе профмастерства Всероссийском мастер-классе учителей родного языка. Желаем им успешного выступления. Также желаем удачи их коллеге Наталье Валерьевне Петуховой, учителю истории и обществознания из Сысольского района. На прошлой неделе она стала лучшим учителем республики и будет представлять нашу республику в финале всероссийского конкурса «Учитель года России». Уважаемые жители республики, это все, что я хотел сказать вам сегодня. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.